Я недавно узнал, что, оказывается, баллотируется депутатом наш Гагаузский парламент господин Табойщик. Я удивился, воспылал желанием помочь гагаузской автономии. Я хочу напомнить лично ему и избирателям нашим тоже, в 1995 году, когда господин Табойщик стал первым башканом Гагаузии, он давал интервью, вот примерно как я сейчас вам даю это интервью, он давал интервью журналистам, где сказал, что гагаузская автономия – это мертворожденный ребенок. Тогда я так подумал, зачем вы идете руководить этим мертворожденным ребенком? А теперь решил пойти в депутату. Я уверен, что он мечтает не только депутатом быть, но быть спикером этого депутатского корпуса. Поэтому надо задуматься жителям Копчака в этом отношении. Жители должны делать вывод. За кого? Я не знаю, может быть, там еще есть, так сказать, кандидаты. Сделать вывод. Табойщик или Драган. Табойщик, который всю жизнь живет и сегодня в Кишиневе, или Драган, который здесь в хозяйстве находится круглый год и днем и ночью. Поэтому я не буду сейчас, еще раз говорю, агитировать, но пусть размышляют, пусть думают, кому дать предпочтение. Я заранее скажу, не хочу, чтобы и господин Табойщик на меня обиделся. Я абсолютно его уважаю как человека, но здесь его упущение, его вред гагаузской автономии, я не могу об этом умолчать. Если поставить на весы достижения, дела одного господина Табойщика, на другую чашу весов Николая Драгана, Николая Семеновича, если вы хотите полностью, так сказать, Николая Семеновича Драгана, то, конечно, я лично, если бы они были бы в Камрате, в моем округе, где я живу, то, естественно, я не один, а два бюллетеня опустил бы в урну в пользу Николая Семеновича Драгана. Вы знаете, я отдаю должное этому человеку и его окружению там, в Копчаке. Это единственное, они сохранили колхоз. Они сохранили колхоз в Копчаке. И это, между прочим, в Гагаузии единственный, по-моему, даже и в Молдове. И показали за этот период, что этот колхоз может и должен существовать. Потому что там, где коллективно идет работа, там можно сделать больше и лучше, чем в других местах.